Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Якутске раскрыли разбойное нападение на научный институт. 7 октября рано утром в дежурную часть поступило сообщение, что двое неизвестных ворвались в административное здание института, чтобы украсть деньги из установленного в фойе банкомата. Злоумышленники прыснули перцовым газом в двух сотрудниц института и попытались взломать банкомат. Когда их попытки взлома не увенчались успехом, подозреваемые скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ранее судимые за совершение аналогичных преступлений 37 и 38-летние местные жители установлены и задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Все, что плохо лежит, может стать добычей для вора. Так полицейские в Якутске раскрыли кражу пуховика у 77-летней пенсионерки. Пострадавшая рассказала, что торговала на улице продуктами. Работники рынка, увидев бабушку на холоде, выделили ей торговое место в здании. В помещении потерпевшая сняла пуховик. Через некоторое время пожилая женщина отлучилась, а вернувшись назад, она обнаружила, что кто-то похитил ее куртку. Воровкой оказалась 36-летняя безработная женщина. Злоумышленница воспользовалась отсутствием продавца, похитила пуховик и покинула торговое помещение. Похищенные сотрудники полиции обнаружили в одном из подъездов, где ранее ночевала подозреваемая. Нетрезвый мужчина уснул с непотушенной сигаретой и устроил пожар в Верхнеколымском районе Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. Отмечается, что жители многоквартирного дома с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание самостоятельно. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленной квартиры мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи, а также извлекли тлеющие спальные принадлежности на улицу. Позднее стало известно, что по результатам медицинского освидетельствования виновник пожара находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным МЧС Якутии, с начала года на территории республики зафиксировано более 340 пожаров из-за неосторожности при курении, при которых погибло 11 человек. Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра спорта Ставропольского края Романа Маркова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания, определению и обоснованию максимальной цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования. Инвентарь приобретался для Ставропольского училища Олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы. Впоследствии именно эта организация выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов. Остальные деньги были украдены. На данный момент расследование продолжается. Коктейли Молотова, горящие баррикады и пули с поролоновыми наконечниками. В городах Каталонии продолжаются беспорядки после вынесения приговора лидерам сепаратистов. Продолжит Артем Сторонов. Беспорядки в столице Каталонии вышли на новый уровень. В ночь на четверг сторонники независимости региона начали бросать в полицейских кислоту и коктейли Молотова, поджигать мусорные баки и баррикады. По словам очевидцев, в некоторых случаях стражам правопорядка пришлось применить пули с поролоновыми наконечниками. Протесты против вердикта Верховного суда Испании, согласно которому 9 лидеров каталонских сепаратистов были приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет, продолжаются третий день. Десятки тысяч демонстрантов выходят на улицы Барселоны и других городов региона, чтобы выразить свое недовольство несправедливым, на их взгляд, решением суда. Акции начинаются мирно, но ближе к ночи отдельные группы сепаратистов вступают в стычки с полицией. За одну только среду 52 человека в разных городах Каталонии обратились за медицинской помощью. Президент Женералитета Ким Торра выступил с обращением, в котором назвал вердикт Верховного суда несправедливым, но потребовал прекратить насилие. Я призываю вас к покою и умиротворенности. Наша борьба за независимость должна быть мирной. Мы всегда осуждали насилие. Мы не можем позволить продолжаться тому, что сейчас происходит на улицах наших городов. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста и в столице страны Мадриде. Они держали в руках плакаты с портретами осужденных каталонцев, требовали освободить их и провести всеобщий референдум о независимости. Теперь и я чувствую себя сторонницей независимости. Я никогда ей не была, но думаю о том, чтобы стать. С этого момента, после всего, что случилось, я обещаю вам, число сторонников независимости значительно возрастет. Потому что многие мои друзья, которые никогда не были сепаратистами, считают, что все это несправедливо.
Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, который в 2017 году провел непризнанный Мадридом референдум о независимости Каталонии, в число осужденных не попал. Сейчас он живет в Бельгии, а Испания в третий раз пытается добиться его экстрадиции. В среду Генпрокуратура Брюсселя подтвердила, что получила запрос, но решение по нему может быть вынесено только через несколько недель. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.